На База ТВ время новостей. В студии Рустам Зантария. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Культурный геноцид. 30 лет назад грузинские гвардейцы сожгли Центральный государственный архив Абхазии и Абхазский научно-исследовательский институт истории, языка и литературы. Главная цель – повышение квалификации государственных и гражданских служащих и учителей. Совместный проект Министерства просвещения и языковой политики Абхазии и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Абхазия и ее снов. Фотовыставка Ольги Дубинской «Сны об Апсны» открылась в Центральном выставочном зале. Культурный геноцид. 22 октября исполнилось 30 лет со дня, когда грузинские гвардейцы сожгли Государственный архив Абхазии и Абхазский институт языка, литературы и истории имени Дмитрия Гулия. Были уничтожены все архивные материалы и фонды, книги и газеты, издававшиеся в Абхазии, начиная со второй половины XIX века. Активисты движения Харах Пицунда провели акцию памяти в день сожжения Абхазского института имени Гулия и Госархива. Смотрите репортаж Марианны Котовой. Активисты движения Харах Пицунда провели акцию памяти в день сожжения Госархива и Абхазского института истории, языка и литературы имени Гулия. Были уничтожены все архивные материалы и фонды, книги и газеты, издававшиеся в Абхазии, начиная со второй половины XIX века. В фондах древнего периода имелось около 17 тысяч единиц хранения. Материалы этих фондов отражали историю присоединения Абхазии к России, аграрный вопрос, борьбу крестьянства за землю, состояние сельского хозяйства, дело народного образования и здравоохранения, быт, нравы и обычаи населения Абхазии, результаты переписей. По первой еще российской переписи конца XIX века 80%, несмотря на то, что на махаджиство и на все это, а грузин было там 2, что ли, процента. Уже, вы сами знаете, последней переписи их уже было 46%, а абхазов 17% всего. Уничтожить все свидетельства автохтонности абхазов было задачей грузинских гвардейцев. Поэтому атаке подверглись именно эти здания – Госархива и Института абхазской истории, языка и литературы. Как рассказывает Роман Гвинджа, для сотрудников учреждений уничтожение архива было подобно смерти. Ну, там все собрались вокруг, шумели, это, как подожгли. Но некоторые неискренне, некоторые радовались, говорит, это. И вдруг пришел, говорит, наш выдающийся ученый Мишал Венисович Навыпа. Он просто никому не подходил, ничего, просто снял головной убор, подошел, поклонился и ушел. Вот, то есть как... Вот знаете, такая, как на похоронах. Как рассказывает Арда Иналыпа, для ее отца, главного научного сотрудника института, сожжение архивов и рукописей действительно стало большой трагедией. Огонь уничтожил и исторические документы, и многочисленные труды современных ученых, сделанные на их основе. К нам домой неоднократно приходили гвардейцы, устраивали какие-то обыски, искали оружие. И он решил, что материалы лучше сохранятся в его кабинете в Абхазском институте. И принес очень много рукописей. За его жизнь очень много накопилось. И, конечно, когда он узнал, Леонид Алексеевич Ширвашидзе, известный археолог, прибежал к моему отцу, сказал, обник горит, институт горит. И они прибежали сюда, пытались что-то сделать, их не пустили, потому что гвардейцы окружили здание. Даже тогда Шинкао Николаю, сотруднику музея, прострелили ногу, потому что он все равно хотел попытаться что-то хотя бы спасти. На этом самом месте до 22 октября 1992 года располагалось небольшое двухэтажное здание, в котором располагался Институт Гулия и его архив. Для сотрудников ведомства это было не просто рабочее место. Здесь они собирались по любому поводу и хранили свои личные документы. Лили Хакба тогда с семьей жила в однокомнатной квартире, расположить в которой какие-либо бумаги было невозможно. И так делали все работники ведомств. Многие бы не были обустроены, не у всех было с жильем в порядке дела, и поэтому
очень многие хранили из нас, и старшее поколение в первую очередь, хранили свои рукописи, книги, часть своих библиотек в этом здании. У нас была очень богатая библиотека, у нас был очень богатый архив. Представьте себе, нашему институту через 3 года будет 100 лет. Почему тогда выбрано было это место? Потому что здесь зарождались истоки абхазоведения, языка, литературы и истории. Вот, и представьте себе, все, что собиралось с тех лет, 80% всего того, что собиралось, в этот день полностью дотла было сожжено. По мнению Лили Хагба, необходимо восстановить институт имени Гулия на этом же самом месте. Потому что только так можно сделать его символом стойкости абхазского народа, который смог сохранить язык, культуру и идентичность, несмотря ни на какие перипетии истории. Если вдруг так получится, я очень надеюсь, что победит благоразумие, победит патриотизм. Конечно, мы понимаем трудности, которые стоят перед нашей Родиной. И сейчас, на сегодняшний день, у нас нет покоя настоящего, если сказать правду. Как бы трудно это ни было, мы очень-очень хотим, чтобы сказали, вот видите, мы хотели стереть с лица земли все, что связано с абхазами, но институт возродился, который этим занимался в первую очередь, возродился. Они опять-таки на этом же месте, на сожженном месте, они возвели опять свой институт, они еще с большим интересом, и энтузиазмом работают. Значит, этот народ непобедим, этот народ бессмертен. Я хочу, чтобы так сказали. Так, во всем мире, чтобы так сказали. Большая часть архива была утрачена безвозвратно, но многое удалось и восстановить. Госархив смог получить оборудование и обучить специалистов, воспользовавшись помощью международных организаций, которые поддержали инициативу, предложенную в ходе женевских дискуссий. Еще в бытность Вячеслава Чирикова министром иностранных дел он поставил этот вопрос на женевских дискуссиях. Вот сожгли архив, да, помогите восстановить. И мы, да, и тогда даже я ездил в Женеву тоже, и я там сказал о том, что лучше всего привлечь специалистов из Чехии, поскольку в Чехии вообще самые лучшие реставраторы считаются в Европе. И вот они прислали в этом плане, привезли и аппаратуру. Как рассказывает Роман Гвинжа, грузинская сторона делится архивными материалами, но только теми, которые выгодны ей. Документы, которые в негативном свете представляют Грузию в начале 20 века, до сих пор недоступны, хотя и имеются в грузинских архивах, как говорит Роман Гвинжа. Но в основном вот такие материалы. То, что касается там многое дружбы с Грузией и так далее. А то, что к ним негативно про них, это, например, почему они не выдали 18-21 год, это понятно. Там сами вот это так называемую демократическую Грузию, которые их поддерживали, да, там англичане, те же немцы и так далее, они сами писали о том, как себя ведут здесь. Грузия, это не демократическая, а оккупационная они себя ведут. То есть вот такие вещи там рассказывают. Рассказывает он и о курьезных случаях, где грузинская сторона прислала документы, которые демонстрируют отношения Российской империи и Абхазии. Но при этом там нашелся своеобразный компромат и на саму Грузию. Ну, они еще там прислали это, это известная парадная Красной Поляне после окончания Кавказской войны. Они там это как бы прислали, вот, там Россия против была, Абхазия и так далее, даже парад провели это. Потом в первом ряду идет Бемеретинский батальон, который воевал в составе как раз российской против горских народов Кавказа. И я им говорю, спасибо за этот материал. До пандемии Абхазский госархив плотно сотрудничал с западными архивами. Но последние события в мире оборвали контакты между историками и учеными. Именно поэтому, чтобы не стерлись из памяти факты преступления против истории, молодежь Абхазии задумала провести эту акцию. Сегодня право доступа к информации является одним из основополагающих прав человека, и, к сожалению, абхазский народ лишили такой возможности. Как известно, историки лишились огромных источников информации. Наверное, оценить весь тот объем информации, который был потерян во время этого пожара, будет невозможно. Но мы сегодня решили, что
пусть и не такое большое и значительное мероприятие, но дать дань памяти этому дню и, в принципе, рассказать и показать, что это был за день, так как в ходе подготовки мы узнали, что, к сожалению, не так много людей, в принципе, знали об этом дне и распространить, в принципе, эту информацию. На основе сегодняшней акции молодые люди создадут видеоролики, которые переведут на английский, турецкий, арабский языки и запустят в сеть, которая сама по себе отличный архив, ведь то, что однажды попадает в интернет, остается там навсегда. И сжечь историю о молодежи Абхазии, которая всеми силами пытается восстановить правду о грузино-абхазской войне 92-93 годов, уже никак не получится. Марьяна Котова, Абаза ТВ. В связи с публикациями в средствах массовой информации 24 октября генеральным прокурором дано поручение районным прокуратурам и прокуратуре города Сухум о проведении проверки с привлечением сотрудников Государственного комитета республики по стандартам потребительскому и техническому надзору и соответствующих отделов образования на предмет законности ввоза и реализации на территории Абхазии продукции с изображением на ней карты Грузии, где Абхазия изображена как часть Грузии, а также ввоза и реализации грузинских вин, использования в школьных учебных заведениях атласа по географии для 7 класса, где на обложке изображен флаг Грузии. О результатах проведенной проверки будет дана дополнительная информация, сообщает Генпрокуратура. Тверская прокуратура извинилась перед Дауром Барганджи. В октябре 2017 года Тверской суд Москвы санкционировал арест бывшего председателя Нацбанка Абхазии Даура Барганджи, которого подозревал в хищении денежных средств актера Владимира Этуша и его супруги. Спустя 5 лет Тверская прокуратура принесла Дауру Барганджи извинения. В связи с отсутствием в ваших действиях состава преступления от имени государства приношу извинения за причиненный вред в результате уголовного преследования, отмечается в частности в документе. Ингургэс может сократить объемы выработки энергии к концу ноября из-за слабого притока воды в Джварское водохранилище и высокого потребления электроэнергии населением. Об этом сообщил спутник гендиректор станции Леван Мибония. Почти в течение 1,5 месяца уровень воды был на отметке 445 метров. Сегодня уже около 441 метра. Осенние дожди не помогли, и до апреля уровень воды уже не поднимется. Сколько будет поступать воды, столько и будем вырабатывать. То есть будем работать на притоке, уточнил он. По словам Мибония, снижение объемов выработки придется уже на 20 числа ноября, в зависимости от погодных условий и того, насколько увеличится потребление электричества населением из-за похолоданий. Гендиректор Черноморэнерго Тенгиз Гирджимба подал заявление об отставке. Исполняющим обязанности гендиректора Черноморэнерго назначен Зураб Багапш. Напомним, что Зураб Багапш был назначен на должность заместителя генерального директора Черноморэнерго в 2020 году. Главная цель – повышение квалификации государственных и гражданских служащих и учителей. Стартовал совместный проект Министерства просвещения и языковой политики Абхазии и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Мероприятие реализуется под руководством специалистов Северо-Кавказского федерального университета. Обо всем по порядку. Анастасия Никонова. В актовом зале Кабинета министров Абхазии презентован совместный проект Министерства просвещения и языковой политики Абхазии и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Его главная цель – повышение квалификации государственных и гражданских служащих и учителей. Приветствуя участников проекта, министр просвещения и языковой политики Инал Габлия пожелал участникам и организаторам плодотворной работы и высоких достижений. Аджиба адызбало физгана ифемоз цароква филшароква вдыроква айзерхараса. Уйдет табу расход. Ехаим юхат засысча. Ахадзглар азцаз анапхкуича министрча. Дарас фихот пчала фирхор. Ашук сентран за арт семинар по Алексу по мифуслот. Я его амзез гуито дарахам юхатсра ставлю ставрополь акалакеча хазбшу. Уйзе ахрадуз асот. Хофя мегзен. Ихензе филшов шаф пчала фирхо азцара кофему рызыки. Штила
шипхамшалам, ехеги, убрюзат глаза шипховит, ехая хартует азиндерует ферла. Первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джупо, выступая перед собравшимися, отметил, подготовка квалифицированных кадров – залог успеха работы государства. Сегодня, к сожалению, это немного было упущено в нашей республике, потому как вот послевоенный период становления кадров как-то занималось научные учебные заведения. И сегодня вот один из начал этих проектов, которые вот вы организовали, за что хотел бы я поблагодарить от лица руководства за участие и организацию этого проекта, как раз таки является для того, чтобы достичь этих параметров. То есть сегодня в век высоких технологий, конечно, тот, кто хочет заниматься над собой, он может, использовав интернет-ресурсы, сидя у монитора, конечно, приобретать какие-то знания, навыки, но аудиторию и личный контакт преподавателей и слушателей, этого еще никто нам не заменил. Проект реализуется под руководством специалистов Северо-Кавказского федерального университета Российской Федерации. От лица вуза выступил доктор юридических наук, профессор и глава делегации Дмитрий Смирнов. Министерство науки и высшего образования выделило государственное задание, которое идет на тему методическое обеспечение ресурсного научно-образовательного центра педагогических работников. Благодаря этому государственному заданию, это не первое государственное задание, которое мы реализуем вообще в Абхазии, в Республике Абхазия. Благодаря этому заданию мы повысим квалификацию у 330 учителей школ, порядка 300 государственных гражданских служащих. Также охватим сферу туризма, и там порядка 100 работников также обучим. А также охватим обучение, в общем-то, реально сектора экономики. Дело в том, что наш университет очень активно взаимодействует с Министерством просвещения и языковой политики Республики Абхазия. Я очень благодарен Иналу Соломоновичу, министру данного Министерства просвещения, тем, что он поддерживает нашу деятельность, что у нас есть совместное, в общем-то, начало, которое мы, думаю, реализуем. Но повышение квалификации – это не единственное, в общем, направление, которое мы будем осуществлять в вашей республике. Это будет касаться также и нормотворческой деятельности. И государственное задание направлено не только на сферу, в общем-то, повышения квалификации в Республике Абхазия, также она охватывает Армению, в этом году мы чуть расширили свой круг деятельности, и Южную Осетию. После открытия официальной части кандидат юридических наук Алексей Жуков провел презентацию о правовых основах и компетенции деятельности служащего. На сегодняшней лекции мы познакомили слушателей с профессорско-преподавательским составом, который приехал для того, чтобы провести курсы повышения квалификации, и одновременно провели проблемную вводную лекцию, посвященную вопросам системы законодательства Республики Абхазия и Российской Федерации, для того, чтобы провести сравнительный правовой анализ, какие нормативные правовые акты в области государственной службы действуют в Республике Абхазия, какие еще необходимо будет принять в дальнейшем, и какие существуют аналогичные законы в Российской Федерации. Надо сказать, что Российская Федерация, система законодательства развивалась уже достаточно долгое время, и некоторые моменты, связанные с какими-то поисками наиболее эффективных моделей государственной службы, они уже, надо сказать, сложились. Поэтому в Республике Абхазия можно использовать и опыт Российской Федерации в части регулирования государственной службы, чтобы не допускать те ошибки, которые Российская Федерация уже прошла. Проект по повышению квалификации государственных и гражданских служащих и учителей будет реализовываться в Абхазии в течение 4 дней. Анастасия Никонова, Инала Гухава, Аваза ТВ. Россотрудничество объявляет о старте международного конкурса и медиашколы для студентов факультетов журналистики стран СНГ, Абхазии и Южной Осетии. Контекст. Цель проекта – развитие сотрудничества в сфере информационной политики и массовых коммуникаций между странами, популяризация современных форм обучения и внедрение лучших образовательных практик в области технологий массовой информации и медиа-менеджмента, а также поддержка молодых журналистов. В 2018 году на филологическом факультете Абхазского госуниверситета впервые был открыт профиль подготовки «Теория перевода и межкультурная коммуникация». Цель подготовки
подготовка востребованных в республике переводчиков-референтов в административных, политических и общественных структурах, синхронных переводчиков, специалистов по художественному переводу и редактированию. На днях известный переводчик, историк, поэт Денис Чичхалия прочитал цикл лекций студентам АГУ. Об этом в проекте Алхаса Чхамалия «Авжа Анарха» в нашем эфире. Абхазия и ее снов. Фотовыставка Ольги Дубинской «Сны об Апсны» открылась в Центральном выставочном зале Союза художников. Ольга Дубинская – кинорежиссер, фотохудожник, кавалер ордена Ахцепша, автор фильма о Владиславе Арценба. Подробности в репортаже Элеоноры Гилаян. Организаторы выставки Дмитрий Минчонок и Кесоу Хакба. У обоих день рождения 24 октября, в день открытия выставки. За день до этого, 23 октября, 55 лет исполнилось со дня рождения Ольги Дубинской. Самой Ольги не стало 2 октября 2012 года. Но остались фильмы, фотографии, тексты и, главное, люди, которые помнят, любят и разделяют ценности. И мы с Дмитрием Минчонком, с его супругом, решили в этот день памяти организовать ее фотовыставку. Вот выбрали, когда выбираешь, из многих фотографий, все фотографии, которые остаются, тоже хорошие. Мы постарались выбрать на 2 зала. Мне кажется, ее отношение к абхазам и Абхазии, и к природе, и к людям, и к животным, и к творческим людям, постарались понемножку захватить лица. Актер вспомнил, как Дубинская после Отечественной войны народа Абхазии организовала гастроли Абхазского драмтеатра в Болгарии на один из престижных фестивалей. Я ее помню бешеную, когда она нас провозила в Болгарию по приглашению министра культуры Болгарии в европейский престижный фестиваль Абхазский театр самоубийца в постановке Валерия Михайловича Ковия. Будучи мы имели паспорта, 41-е паспорта, где написано «Республика Абхазия», и никто не понимает, что это за паспорта, которые мы в Гудаутах получили, будучи министром внутренних дел. Александр Золотинский нам дал эти паспорта. Но никто не понимает. Она всем объясняла, что есть такая республика. Никто не верил. Владислав Григорьевич Арценб не верил, что она нас провезет. Это невозможно, говорит. Она говорит, я сделаю. Она повезла в Европу, в Белоруссию, в Санкт-Петербург, в Москву, не имея паспортов, самые лучшие фестивали. Она повезла самые лучшие фестивали в Хоровую капеллу, ансамбль «Кавказ». Столько она, как она разговаривала с этими пограничниками, милиционерами, и это вообще необъяснимо. Вдовец Ольги Дубинской, режиссер и сценарист Дмитрий Минчонок отметил, что Ольга всегда считала героями живых и находила важным сказать им это при жизни. Оля всегда считала, что герои – это те, кто при жизни. И герои – это те, кого она любит, кого встречает. И не надо ждать ухода и потом объявлять, что выдающийся. Надо сделать это при жизни. Оля раньше ушла, а я хотел сделать ее волю, показать Абхазию ее глазами, и чтобы все увидели, что герои ходят среди нас. Оля ходила, мы уже не можем ей это сказать. А вот все, кто сегодня здесь пришли, с кем я сейчас говорю, это все герои Абхазии. Но надо успеть им это сказать. И Олина выставка – это попытка это сделать. Не последняя. Всего было отобрано 200 фотографий, но выставочный зал вместил только 70. Впервые Дубинская посетила Абхазию в 1997 году. Директор Центрального выставочного зала Эльвира Арсалия подчеркнула, что, по ее мнению, Ольге Дубинской удалось распознать культурный код абхазов. Ольга Дубинская – кинорежиссер, автор фильма о Владиславе Арценба «Страсти по Владиславу». Когда она пришла снимать нас, матерей, вы знаете, она спокойно не могла на нас смотреть. Это не было никакого дубля. Это было сразу, потому что мы говорили сердцем. Мы говорили то, что мы чувствовали душой. И это она зафиксировала. Эти слезы, не наигранные, абсолютно. Низкий поклон ей. Мы всегда будем помнить ее
И, Митя, вам большой поклон, потому что без вас, возможно, этого бы тоже не произошло. В годы блокады в Абхазии Дубинская опубликовала в российской прессе более 60 статей, посвященных республике. Ольга организовывала гастроли Государственной хоровой капеллы Абхазского драмтеатра в России и в Европе. Дубинская – автор книги «Сны об Абсны». Ольги Дубинской нет с нами уже 10 лет, но Абхазия все еще может стать той самой страной из снов человека, так беззаветно ее полюбившего. Элеонора Гилаян, Сасрыку Агуха, Абаза ТВ. В нашем эфире сегодня фильм «Ольга. Памяти Ольги Дубинской», созданный по заказу Фонда культуры Республики Абхазия в 2016 году. Исторический квест «Кавказский фронт», приуроченный к 80-летию начала битвы за Кавказ, состоялся в Сухуми. Мероприятие было организовано культурным фондом «Платформа» совместно с Московским культурно-деловым центром «Дом Москвы» в Сухуми. Лет прошло с тех действительно ужасных и кровопролитных событий. И в этом году мы решили сделать вот такой замечательный квест, потому что именно Абхазия держала удар именно в этой действительно кровопролитной кампании. Дорогие друзья, мы должны действительно помнить и чтить и такими мероприятиями, как мы проводим сегодня и будем проводить, я уверен, каждый год, мы должны чтить действительно память этих воинов. Тот проект «Кавказский фронт», который мы презентовали в прошлом году, он подразумевал массу различных мероприятий. Это круглые столы, это съемки документальных фильмов на тему битвы за Кавказ. И, конечно же, мы не можем обойти вниманием нашу молодежь, вас, и решили немного так покреативить и провести такой квест. Это, честно говоря, такой наш пилотный проект. Посмотрим, как он пойдет. Надеемся, все пройдет хорошо. И в будущем году, может быть, наша компания расширится. У нас будет не 3 школы, 3 команды, а может быть 10-15. Материал фонда «Платформа» об историческом квесте «Кавказский фронт» смотрите в нашем эфире. Концерт с участием абхазских музыкантов состоялся 21 октября в Рахманиновском зале при Московской государственной консерватории имени Чайковского в рамках культурной программы «Абхазия, Россия. Идея и организация проведения» Виктора Абрамяна-Эшба. В программе прозвучала инструментальная, вокальная и хоровая музыка зарубежных русских и абхазских композиторов. Участники благодарят за поддержку московскую абхазскую диаспору и Министерство культуры республики. Спектакль «Сария» в исполнении актеров Абхазского государственного театра будет представлен в ходе 7-го межрегионального фестиваля абхазо-адыгских театров «Кавказский меловой круг» в Черкесске. Представление состоится в Национальном театре Республики Адыгея в среду, 26 октября. Режиссер-постановщик Мадина Аргун. 6 ноября в Моковском соборе Успения Пресвятой Богородицы состоится совместный благотворительный концерт хора Сретенского монастыря и Абхазской государственной хоровой капеллы. Хор Сретенского монастыря – всемирно известный творческий коллектив под руководством заслуженного артиста России Никона Жилы. На территории собора планируется провести лекцию об истории Моковского храма, который был центром религиозной жизни Абхазии. Спортивный анонс. Батал Чеже 29 октября в Москве проведет бой за титул чемпиона России в полутяжелой весовой категории 79 килограммов. Боксерский вечер будет проходить во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. За чемпионский титул абхазский спортсмен будет боксировать с Максимом Смирновым из Перми. Сейчас о погоде. Во вторник, 25 октября, в Абхазии переменная облачность, преимущественно без осадков, атмосферное давление повышенное, температура воздуха ночью от 6 до 11, днем от 12 до 17 градусов, температура морской воды 20 градусов, волнение морской воды слабое и умеренное.
На этом пока все. За развитием событий следите на Абаза ТВ. До новых встреч в эфире.